На конкурсе Назрань представила проект реконструкции Аллеи Победы и прилегающих территорий. Планируется обновление памятника, создание спортивной и детской площадок, образовательной зоны и летнего кинотеатра, а также замена устаревшего фонтана. Данная территория была выбрана, потому что это самое главное общественное пространство, наверное, в городе. Тут и центр города, и рядом администрация. Это самая главная площадь города и самая главная аллейка города испокон веков. Пока хамышки, мне кажется, художественных лицо. Дело. Диких штаич. Главное, ауахти цан кофе мал берешь хам худож, хам дидес. Для подготовки конкурсной заявки администрация города привлекла архитекторов, которые помогали и в прошлом году. Благодаря качественной визуализации и разработанным проектным решениям заявка набрала максимальное количество баллов. Финансирование проекта составит 153,5 миллиона рублей, 107 миллионов из федерального бюджета, 4,5 миллиона из регионального и 9 миллионов из муниципального. Еще 33 миллиона внебюджетные источники. В этом году мы решили снова податься. В этот раз мы выбрали уже Аллею Победы и комплекс прилегающих к ней пространств, в том числе и та территория, где мы сейчас находимся, это территория сухого фонтана. Подали в этом году заявку. Мы были в прошлом году единственными от Республики Ингушетия, и в этом тоже мы были единственными, кто подал от нашего субъекта, и выиграли. В этот раз мы выиграли даже больше, чем в прошлом году. У нас сумма составила 107 миллионов. Деньги к нам должны поступить уже в начале следующего года, и срок реализации весь следующий год. Это уже вторая победа Назрани в конкурсе. В прошлом году городу выделили 103 миллиона рублей на благоустройство набережной городского пруда. В текущем году идут работы по благоустройству пруда. Уже более чем на 60% данной работы завершены. И в ближайшие пару месяцев будут завершены полностью работы по благоустройству. Останутся лишь работы, которые должен сделать инвестор со своей стороны. Реализация проекта начнется в следующем году. Благоустройство Аллеи Победы и прилегающих территорий должно не только украсить город, но и создать комфортное пространство для жителей и гостей Назрани. Мария Амбата, Магаз 24.